Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Государственные СМИ Казахстана заявили о существовании пятой колонны, которая раскачивает ситуацию в республике. В эфире прозвучали обвинения в адрес участников митингов по земельному вопросу, которые якобы имеют финансовый интерес. Наши СМИ, к сожалению, не являются общественным институтом по реализации права на свободу выражения. Интернет как эффективный метод вербовки в ряды ИГИЛ. На территории Сирии находится около 500 кыргызстанцев. Большинство из них были завербованы через всемирную сеть. Есть особые каналы людей, которые вербуют через социальные сети, например, тот же Твиттер, тот же Телеграм. В Алеппо идут ожесточенные бои, под ударом переговоры о перемирии. Тем временем Россия опровергает информацию об авиаударе по больнице в Алеппо, которая, по данным врачей, унесла жизни 50 человек. В Афганистане открылась школа компьютерного программирования для девочек. В стране, где 85% женщин не имеют образования, этот проект открывает для девушек новые возможности. Нас вдохновляет идея того, что мы делаем женщин сильнее, обучая их. Благодаря этому они могут быть независимыми и востребованными в сети. В Казахстане первая и единственная в республике девушка стала участницей боев без правил. Мои родители не против этого вида спорта. Вначале они немного возражали, но потом, когда люди начали смотреть, верить в меня, мои родители дали мне благословение. Главный государственный телеканал Казахстана заявил о существовании в республике пятой колонны, которая зарабатывает деньги на участниках митингов. Напомним, в нескольких казахстанских городах прошли акции протеста против поправок в Земельном кодексе. Как освещали и комментировали эти события в государственных СМИ, в репортаже Дмитрия Белякова. Казахстанские соцсети стали основной площадкой, где активно распространялись информация и видео земельных протестов, прошедших за последние 10 дней в нескольких городах Казахстана. Многие ведущие издания республики практически проигнорировали эти события. Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что акции протеста устраивают провокаторы, которых необходимо наказывать. После выступлений на высшем уровне подключились государственные СМИ с терминами «информационная угроза», «опасность украинского сценария» или «повторение арабской весны». Один из ведущих телеканалов даже заявил о существовании некой пятой колонны, которая раскачивает ситуацию в республике. У нас есть конфиденциальная информация. За каждого человека, который придет на несанкционированное собрание, организаторы, нет, не те, кто вас позвал, а именно верхушка, кто всем на самом деле управляет, та самая пятая колонна получает от 50 до 150 долларов за каждого. Это просто бизнес. Евразия в основном транслирует в Казахстане адаптированные программы российского Первого канала и несколько программ собственного производства. 20% доли ресурса принадлежит российскому ОАО «Первый канал». В пресс-службе телеканала были удивлены запросу настоящего времени на интервью с редактором аналитической программы. Вы пока можете скинуть свои вопросы, которые вы хотели бы задать, мне на почту. Я пока обсужу с коллегами по их графикам, по возможности этого проведения, и я вам сразу же отпишусь на почту сегодня же. К сожалению, на момент подготовки репортажа ответ от Евразии так и не был получен. Один из организаторов митинга ВТРАО Макс Бакаев в свою очередь считает, что подобные заявления не должны озвучиваться в государственных СМИ без предъявления доказательств. Сам любитель конспиративных теорий, но вот в данном случае, я просто, будучи непосредственным участником этого митинга, я просто могу утверждать, что это логическое следствие всех предыдущих событий, которые развивались в Казахстане, в Атырау. Это логическое следствие всех этих лет. Президент Фонда защиты свободы слова Тамара Калеева считает, что затишье в официальных СМИ связано отчасти с неподготовленностью чиновников к столь масштабным акциям протеста, которых не было в Казахстане последние 5 лет после событий в Жанаозене. Они доказали, что какой бы то ни было независимости нет, что наши СМИ, к сожалению, не являются общественным институтом по реализации права на свободу выражения. Они являются исполнителями воли заказчика, воли хозяина, которые, как всегда, как правило, аффилированы у нас с властью. Общеказахстанский митинг по земельному вопросу намечен на 21 мая. Во многих крупных городах поданы заявки в местные акиматы. В Алма-Ате массовый митинг городские власти предложили заменить общественными слушаниями с привлечением СМИ. Предложение активно обсуждается в социальных сетях, дата слушаний еще не назначена.
Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Сирийские боевики активно используют для пропаганды своих идей всемирную сеть. Вербовщики обещают девушкам мужей и семейное благополучие, а мужчин заманивают финансовыми перспективами. В Кыргызстане до сих пор вспоминают Бабура Исраилова, смертника ИГИЛ, который расплакался перед последним заданием. Поверив в обещание, он расплатился жизнью. Передумал в последний момент или верил до конца в ИГИЛ, смерть Бабура в его родном селе обсуждает до сих пор. Кто увидел ролик с плачущим смертником первым, уже непонятно. Видео сразу же показали его отцу. Сейчас WhatsApp у всех есть. Когда этот ролик увидели односельчане, они сразу признали моего сына. Он уехал в Россию, а потом оказался в Сирии. Мы не знали об этом. Я понятия не имею, как он туда попал. Отправляли в Россию. Его, видимо, там и завербовали. Со своим сыном Тахир не общался. Мальчик рос с мамой, а когда она скончалась, Бабура забрал дядя. Так и жили в одном селе, отец с сыном. Виделись изредка, здоровались и не более. Бывало, его братья били, но он всегда молчал. Был спокойным, даже когда мы его ругали, он не возражал нам, сидел молча. Мы совсем не ожидали, что такое произойдет. На джихад в Сирию Бабур отправился отсюда. В этом доме у дяди он жил, пока не уехал в Россию. Именно там, по версии правоохранительных органов, его завербовали. Как так вышло, что молодой, вроде как даже не религиозный парень стал экстремистом, непонятно. О том, какой он был, мог рассказать только дядя Бабура, Хамидулла. Но и тот тоже уехал в Россию. Именно транзитом оттуда в Турцию, затем в Сирию целыми группами не раз уезжали кыргызстанцы. Язык регионализма, то есть язык землячества, да, через земляческие сети, то есть он земляк, он знакомый, и начинают общение и постепенно делают, да, вещи. И, естественно, есть особые каналы людей, которые вербуют через социальные сети, например, тот же Twitter, да, тот же Telegram, например. Или же есть эти разговоры через WhatsApp. Конфликтолог Игбалджан Мирсаидов не первый год изучает религиозный экстремизм, ИГИЛ и вообще все, что связано с ним. Интернет, говорит ученый, сейчас работает на них. Наш анализ показывал, что есть некоторый треугольник. При вербовке существует треугольник. Первый треугольник – это, естественно, информационный, когда дается информация, что делается, как делается, да. А второй, вот второй угол – это те люди, которые делают какой-то идеологический посыл, да. То есть чисто идеологически обрабатывают его. То есть вот эта священность, это вот слова какие-то знаменитых людей, там, улемов дают, да. А третий угол, да, он дает некоторую логистику, каналы. Как можно выехать, куда можно выехать. Так, например, вербует невест боевиков, воюющих с армией Асада. Двух таких женихов, по предположению МВД, Кыргызстана задержали в городе Джалалабад прямо во время совершения обряда бракосочетания. Мы приехали домой, провели никах, и сразу после этого нас поймали. Девушку, по версии милиции, Махмуд собирался увезти в Сирию. Сам бывший узбекский подданный, сейчас гражданин Турции. Когда я был в Турции, мы договорились, что она сама приедет. Но, несмотря на обещания, она этого не сделала, и у меня возникли подозрения. Всю переписку с задержанным показывает оперативный сотрудник местного УВД. Именно под его руководством с Махмутом общалась подсадная утка. Их двоих до этого сводит некая Фатима. Вот она пишет, что уже не раз отправляла девушек из СНГ в Сирию. Вот говорит, что маджахедам там не хватает жен. При этом сама сводница живет в Иране. За каждую завербованную женщину Фатима получает свою долю, объясняет оперативник. И она, и Махмуд в этой цепочке лишь звенья. Сам задержанный факт попытки вербовки отрицает, но то, что был в Сирии, признает. Нанимался, деньги брал, но воевать якобы не стал. В милиции говорят, именно там его ранили в ногу. Не обещали там $1000, но дали всего 150. Обманули меня. Я поехал туда только из-за того, что они обещали мне дать денег. Сказали, будешь воевать, но из-за проблем со здоровьем я вернулся. В эти дни на территории боевых действий в Сирии находится по меньшей мере около 500 кыргызстанцев. Значительную часть из них завербовали именно посредством интернета. Жибек Бегалиев, Азат Антумаков. Настоящее время. Джалалабадская область, Кыргызстан. Россия опровергла информацию об авиаударе по больнице в сирийском городе Алеппо. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Он также отметил, что все якобы свидетельства очевидцев о факте авиаудара по больнице на самом деле являются очередной фальшивкой.
Напомним, в конце апреля международная организация «Врачи без границ» сообщила об обстреле госпиталя Аль-Кудс в Алеппо. В организации заявили о гибели по меньшей мере 50 человек, включая медперсонал и пациентов. США возложили ответственность за трагедию на власти Сирии и призвали Москву немедленно повлиять на Дамаск. Тем временем в Алеппо идут ожесточенные бои. Как сообщает BBC, по данным активистов, только за минувшие 2 недели в районе Алеппо погибли не менее 300 человек, в том числе мирные жители. Вопрос возобновления режима прекращения огня в Сирии обсудили в Москве глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник ООН Стефан де Мистура. Сейчас завершается согласование между российскими и американскими военными, объявление о прекращении огня в городе Алеппо. Я надеюсь, что в самое ближайшее время, может быть, даже в ближайшие часы, такое решение будет объявлено. На встрече с Мистурой Сергей Лавров также заявил, что в ближайшие дни в Женеве будет создан совместный российско-американский центр оперативного реагирования на нарушение режима прекращения огня в Сирии. А во вторник агентство Рейтер со ссылкой на лондонский сирийский центр по контролю за соблюдением прав человека сообщило, что удару подверглась еще одна больница в Алеппо. Ракеты по госпиталю на этот раз предположительно выпустили повстанцы, воюющие с правительственными войсками Башара Асада. Сирийские военные подтвердили эту информацию, возложив ответственность за удары на боевиков террористической группировки Джабхат ан-Нусра. В Ливане находится около 50 тысяч детей, рожденных в лагерях беженцев. Их родители покинули Сирию из-за войны. Никаких документов, признающих их гражданами какой-либо страны, у них нет. Соответственно, их дети также нигде не зарегистрированы. Почему целое поколение сирийских детей рискует остаться без будущего? В репортаже Рейтер. 7-месячная Нур живет в брезентовой палатке в долине Бека на востоке Ливана. Она первый в семье ребенок, рожденный в лагере беженцев. Ее родители вместе с 2 другими дочерьми бежали из Сирии еще в начале войны, но так и не нашли новое пристанище, рассказывает мать девочки Ашика. Если нам не удастся зарегистрировать ее здесь, то это будет проблемой. Если мы вернемся в Сирию, то там ее не признают. Если кто-то остановит нас, то мы не сможем доказать, что это наш ребенок. И это проблема. Регистрация ребенка должна быть простой процедурой, но только не здесь. Для беженцев в Ливане это бюрократический кошмар. Помимо справки о рождении из больницы или от акушера, им необходимо собрать другие документы и оплатить множество сборов, рассказывает отец незарегистрированного ребенка Ахмад. Они отказываются регистрировать нашего сына до тех пор, пока мы не обновим наши документы. Но мы с женой уже почти год ничего не зарабатываем. Мы должны заплатить по $400 за вид на жительство. В итоге регистрация ребенка обойдется в примерно $1000. В Ливане уже подрастает целое поколение детей без гражданства. В лагерях беженцев их примерно 50 тысяч. Полицейских Таджикистана обвиняют в применении пыток к задержанным. МВД республики уже выплатила компенсацию одному из пострадавших в 2012 году. Однако, по данным правозащитников, довести подобное дело до суда не так просто. Чтобы решить проблему пыток, в республике недавно приняли поправки в несколько законов. Наш корреспондент Анушервон Арипов узнавал, насколько тщательно расследуются подобные преступления. Вот 3-я стойка на чердаке. Здесь он обвязал шею платком матери и пытался повеситься. Уже 4 года прошло с попытки тогда еще 17-летнего Хушвахта Каюмова покончить жизнь самоубийством. Из петли его вытащил родной отец. Попытка суицида была совершена Хушвахтом из-за страха повторно подвергнуться избиению со стороны сотрудника правоохранительных органов. За день до этого его допрашивал местный участковый и пытался насилиями и угрозами заставить признаться в мелкой краже. В прокуратуре сын объяснил, что участковый Машраф Алиев избивал его и заставлял взять вину за преступление, которого он не совершал. Еще запугивал, говоря: «Сегодня я бью тебя один, завтра тебя будут бить 200 милиционеров и будем пытать током». Махмад Саид Каюмов показывает результаты экспертизы, медосмотра и судебные документы. Оказывается, в ходе избиения Хушвахту повредили почку, что обнаружили только после того, как он попал в больницу. Пришлось сделать операцию. Также у молодого человека психологическая травма. Он старается не вспоминать прошлое и не говорить на эту тему, несмотря на то, что минуло уже 4 года. Даже не вышел к нашей съемочной группе. После попытки самоубийства отвезли в больницу, где он пролежал 21 день.
Еще 16 дней в городской больнице, где сделали операцию, потом каждый месяц ездили на осмотры. После операции показали психологам. Они провели осмотр и сказали, что будут наблюдать его 5 лет. Участковый, избивший Хушвахта, был приговорен к 7 годам лишения свободы, но был амнистирован на 3-й год. Иск против МВД с требованием возмещения морального ущерба на сумму в $38 тысяч в национальной валюте удовлетворен частично. Суд постановил выплатить Хушвахту около 2000. Но мы не согласны с данной суммой, так как в действительности эта сумма компенсации морального ущерба, она является несправедливой и недостаточной тому, что перенес и что пережил Хушвахт, будучи еще несовершеннолетним в то время. И вот эта вот реабилитация, вот этот вот как бы урон, который был нанесен его здоровью, он продолжается до сих пор. Случай, произошедший с Хушвахтом, не уникален. Эксперты-правозащитники утверждают, что органы правопорядка часто прибегают к пыткам для получения признаний. Насилие распространено в тюрьмах и в армии. В прошлом году организациями-членами коалиции против пыток Таджикистана задокументировано 21 новое дело. Зачастую к нам обращаются уже люди с очень, как будем говорить, с тяжкими телесными повреждениями, или же это уже летальный исход. Часто вот родители уже обращаются. По словам специалистов, к ним редко обращаются те, кто пострадал незначительно. Довести дело до суда непросто. Преступления заключаются в основном в закрытых учреждениях. Чтобы решить проблему пыток в стране, недавно приняли поправки в несколько законов. Согласно им, сотрудники милиции должны обеспечивать немедленный доступ адвоката к задержанному, уведомлять родственников о факте задержания и вносить в протокол имя ответственного сотрудника. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. В Афганистане открылась школа компьютерного программирования для девочек. В стране, где 85% женщин не имеют образования, этот проект открывает для девушек новые возможности. Нас вдохновляет идея того, что мы делаем женщин сильнее, обучая их. Благодаря этому они могут быть независимыми и востребованными в сети. В Казахстане первая и единственная в республике девушка стала участницей боев без правил. Мои родители не против этого вида спорта. Вначале они немного возражали, но потом, когда люди начали смотреть, верить в меня, мои родители дали мне благословение. В Одессе совершено нападение на журналистов 7 канала. Это произошло возле офиса редакции. 2 операторов получили травмы головы, а корреспондент – пулевые ранения. Как развивались события и почему мэр Одессы считает произошедшее необычным криминальным инцидентом, а провокацией, попытался выяснить мой коллега Всеволод Ананьев. За моей спиной то самое место, где неизвестные выстрелили из помпового ружья в съемочную группу местного телеканала. Согласно показаниям очевидцев и записям с камер видеонаблюдения, из автомобиля Honda темного цвета вышло 3 неизвестных и направилось в сторону сотрудников. Затем между ними завязался диалог, который перерос в драку. В свою очередь, один из нападавших достал помповое ружье и выстрелил в сотрудников. 3 человек доставили в больницу с повреждениями разной степени тяжести. Люди знали, куда они едут. Раз они знали, с кем они общаются, и когда они подъехали, здесь стояла масса людей с камерами. Что угодно было бы причиной, неважно. Но это люди, находящиеся на работе. Поэтому я расцениваю это как бандитизм и связанный с профессиональной деятельностью. Президент Украины Петр Порошенко лично интересовался ходом расследования, а Геннадий Труханов уже заявил о том, что этот инцидент – попытка дальнейшей эскалации конфликта и накаливания обстановки в городе. В свою очередь, полиция в этот же день установила владельца оружия и автомобиля, а на следующий день задержала 3 подозреваемых. Телекомпании утверждают, что инцидент произошел из-за ДТП. Руководство не считает это бытовым конфликтом. Актер Орландо Блум приехал в Донбасс. Он побывал в Славянске, Краматорске и Светогорске. Все эти города пережили войну и были захвачены сепаратистами, но теперь находятся под контролем Киева. Блум приехал в Донбасс с гуманитарной миссией ООН, чтобы привлечь внимание к проблемам детей, пострадавших от войны. В результате боевых действий в регионе каждый 5-й детский сад и каждая 5-я школа были уничтожены. При помощи ЮНИСЕФ было восстановлено почти 60 школ, а психологи фонда помогают детям преодолеть последствия травм. Представьте, всего 2% гуманитарной помощи идет на образование. Этого, конечно, недостаточно. Дети должны учиться ради будущего.
Женская школа программирования, расположенная в афганской провинции Герат, выиграла грант от корпорации Google. Для страны, где 85% женщин не имеют образования, этот проект уникален, так как позволяет девушкам не только получить профессию, но и стать материально независимыми. Ферештех Фарук родилась в семье афганских беженцев, оказавшихся в Иране после ввода советских войск в Афганистан. В начале 2000-х, после падения режима талибов, ее семья вернулась в Герат. Девушка окончила университет, а затем получила степень магистра в Берлинском техническом университете. Ей предлагали хорошую работу в Европе, но Ферештех вернулась в родной город и открыла школу программирования для девочек. Я создала Code to Inspire как платформу, позволяющую научить девушек ориентироваться в сети интернет и технологиях, чтобы в будущем они могли найти работу онлайн или открыть собственный бизнес. По данным Code to Inspire, сегодня лишь 40% девочек в Афганистане посещают начальную школу, и лишь 5% из них продолжат обучение после 6 класса. 85% женщин в стране не имеют никакого образования и не умеют даже читать. Code to Inspire – это бесплатная годовая программа для девушек 15-25 лет. Здесь их учат создавать сайты, писать программы и приложения для смартфонов. В настоящее время здесь учатся 53 ученицы. Нас вдохновляет идея того, что мы делаем женщин сильнее, обучая их. Благодаря этому они могут быть независимыми и востребованными в сети. Недавно Code to Inspire выиграла грант от корпорации Google. Благодаря этим $25 тысячам еще несколько десятков девушек в Афганистане смогут получить шанс на независимость. Дарья Соловьева, «Настоящее время. Азия». И в заключение репортаж о 23-летней девушке, которая стала первой и единственной казашкой, выступающей в боях без правил. На ринг она выходит под именем казахской женщины Батыра Бопай. 23-летняя Замзагуль Файзаланова увлекается боями без правил около года. За последние 8 месяцев она провела на ринге 3 успешных поединка. В Атырау Замзагуль одолела Лиану Джоджа из Грузии, которую до этого считали непобедимой. В спорт я пришла в 13 лет, в дзюдо. 8 месяцев назад перешла в бои без правил. В боях без правил провела 3 встречи, победила во всех 3. В этом сезоне, в июне, в Китае проведу встречу с девушкой из Таиланда. К предстоящему поединку Замзагуль готовится в Алматы. Тренировки по 5-6 часов в день. Девушка говорит, что для успешного выступления нужно освоить приемы карате, борьбы и бокса. Мои родители не против этого вида спорта. Вначале они немного возражали. Но потом, когда люди начали смотреть, верить в меня, мои родители дали мне благословение. Замзагуль первая и пока единственная девушка-казашка в боях без правил. По ее словам, у каждого бойца должен быть псевдоним. Для себя она выбрала имя Бопай. Я выбрала Бопай. Так звали младшую сестру последнего казахского хана Кенесары. Под ее предводительством было 1500 воинов. Мы вместе с моим тренером выбрали имя Бопай, чтобы казахстанский народ знал о ней. Недавно Замзагуль Файзаланова заключила контракт с китайской компанией. В течение года она будет жить и тренироваться в Китае. По условиям контракта Замзагуль должна провести 5 поединков. Один из них она хотела бы организовать в Алматы. Айнур Алимова, Руслан Медельбек, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.